В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Приветствую. Целевой фонд будущих поколений республики активно поддерживает сферу образования. Недавно завершились два крупных конкурса. Первый – финал грантового конкурса «Инносфера», направленного на поддержку детских креативных и технических центров. Также определен список победителей специальной премии для педагогических работников Якутии. Кто стал победителем конкурсов и какое будущее ждет детские творческие площадки и лучших педагогов Якутии, мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Владимир Егоров, генеральный директор целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется, конечно, узнать вообще, расскажите про конкурс сам «Инносфера» и когда вообще он начался. Вы знаете, в 2018 году в стратегическом указе главы Республики Сена Николаева содержались пункты, касающиеся создания детских технопарков и детских центров цифрового образования. И, соответственно, наш фонд, который всегда придерживается стратегии развития республики, и к тому же миссия связана с детьми и молодежью, мы взяли это на вооружение и в 2020-2021 году поддерживали создание детских технопарков и детских центров цифрового образования. За эти 2 года мы поддержали 7 таких детских учреждений, детских проектов на такой инициативной основе. Затем поняли, что вот это действительно популярное такое направление, и нужно уже через конкурс определять это. И в 2022 году мы уже объявили конкурс «Инносфера» и поддержали 5 детских таких центров инновационных, технического творчества в основном, на сумму 1 миллион рублей за счет средств компании «Алроса». Далее мы поняли, что этот конкурс, он не позволяет прямо хорошо выбрать самые лучшие и самые подготовленные проекты. То есть проекты были еще недостаточно такими готовыми, и мы решили немножко модернизировать конкурс и сделать его двухэтапным. И, соответственно, уже с 2023 года, в год нашего 30-летия, мы поддерживаем уже, получается, детские такие инновационные центры через конкурс, который в первом этапе мы проводим отбор проектов комиссионный, затем лучшие проекты, 20 проектов проходят так называемую акселерационную программу, где команды проектов получают возможность, во-первых, познакомиться с лучшими такими центрами инноваций, можно сказать, нашей республики, сами поучиться социальному проектированию, сами поучиться даже оценивать проекты. К ним прикрепляются менторы, и, соответственно, они дорабатывают свои проекты. После этого они рассказывают уже, и после этого, получается, уже комиссия отбирает 10 лучших проектов. Так было в 2023 году, мы отобрали 10, да? И получается, мы в 2024 году объявили следующий конкурс, и буквально 11 апреля мы определили новых победителей. Еще 10 проектов, которые мы поддержали в сумме до 1 миллиона рублей. Мы работали, значит, за счет средств компании «Эльга-Уголь», и с нами вместе работали над этим проектом единый ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций и гражданских инициатив, корпорация развития Якутии, парк будущих поколений, наше ОНО, и фонд развития инноваций и венчурная компания «Якутия». Всего 32 центра мы поддержали уже за это время. То есть, я так понимаю, 2 этапа. Это первый комиссионный, вторая защита. Да, первый, получается, члены комиссии отбирают заявки на основе документов, а на втором этапе уже команды рассказывают, представляют свои проекты. Такой питчинг происходит, так называемый. И потом уже выбирают тех, кто... Да, и после этого уже происходит выбор. И надо сказать, что мы охватили в этом году 18 районов. Было более 60 заявок. Тогда как в первый конкурс у нас было около 30 заявок и поддержано около 15 районов в городе Якутск. Прошлый конкурс у нас было уже больше, около 40 заявок, и поддержано 15 районов и город Якутск. Сейчас у нас уже география расширяется, и количество участников. Это по сравнению с прошлым годом, или вы Да, получается, и прошлый, и предыдущий год у нас, получается, активность действительно возросла, потому что и акселерационная программа сама по себе, даже для тех, кто
не выигрывает конкурс, для них она очень полезна для того, чтобы ну, вообще как бы научиться тому, как вот такие проекты формировать. Ну и посмотреть, кто как делает, Да, и да, да. защититься. А кто вообще стали победителями иносферы и этого года? И какие уникальные проекты вот привлекли особое внимание, на ваш взгляд? В этом году у нас, получается, победители по двум номинациям определялись, да, как детские технические центры и детские креативные центры. Ну, мы понимаем, что у нас вот эти два направления наиболее такие интересные, популярные, поскольку у нас технологический суверенитет в стране, мы должны достигать, такая задача стоит. Подготовка инженерных кадров очень важна, да, поэтому вот детские технические центры. А креативные, поскольку мы сама республика Саха-Якутия, конечно, развиваем креативные направления. И вот я бы отметил, что вот среди креативных направлений, что интересно, 5 из 5 победителей, 3 представляют собой такие анимационные студии. Ну, по-разному они немножко называются. Вот, то есть анимация наряду с кинематографом сегодня Популярна, очень, по-моему, очень да, среди популярна. молодежи? Да. При этом, получается, одна из лабораторий, да, она вот направлена на мультипликацию для детей с ОВЗ. Поэтому вот такие очень актуальные, важные, нужные проекты у нас наши вот конкурсанты представили. Расскажите об итогах конкурсного отбора на получение специальной премии в сфере образования для педагогических работников. Да, вот педагогические работники, конечно, это очень важные такие вот наши люди, которые как раз-таки помогают нам растить наших детей, взращивать их потенциал. И мы всемирно стараемся поощрять их, да. И уже с 2022 года работаем с компанией РНГ по выделению специальных премий этой компании. В 2022 году это было приурочено к столетию Республики Саха-Якутия. Вот, и каждый год теперь компания уже четвертый год получается, да, по 10 миллионов выделяет на это, да, то есть 100 учителей получают по 100 тысяч рублей. И здесь тоже охват у нас растет. Если в первый год у нас было чуть больше 300 педагогических работников участвовало в конкурсе, во второй и третий год почти 400, в этом году уже 458 было участников. Поэтому тоже у нас популярность этого конкурса растет, и вот мы стараемся оценивать труд наших педагогов. Ну это же и мотивация еще для Да, конечно, молодых педагогов. мы показываем, во-первых, да, что педагогический труд, он такой один из самых таких нужных, важных, благородных, можно сказать, да, и он поддержан в нашем обществе, и, соответственно, молодые педагоги также получают мотивацию для своей работы. Тем более, что в этом году мы, точнее, с прошлого года снизили стаж работы до 3 лет. Необходимый стаж работы для участия в конкурсе. Каковы критерии оценки тогда кандидатов на специальную премию в сфере образования? Да, ну вот, как я сказал, кроме вот этого ценза по стажу работы, там учитываются результаты учеников, как академические успеваемости, олимпиады, конкурсы, исследовательская деятельность, да, вот, ну и также сами достижения педагогов. Это они все собирают, сдают Да, комиссии? собирают, сдают комиссии, и получается из каждого района определенное количество по квотам получает уже в конкурсном порядке эти премии. А есть ли район, который вот наиболее с каждым годом больше заявок отправляет? Вы знаете, вот именно так мы не проанализировали, да, но в общем-то и город Якутск, и вот другие районы, в принципе, все активизировались, можно сказать, сейчас. А как вообще сочетаются усилия фонда по поддержке центров и специальных премий уже для педагогов? Ну, вы знаете, вот наша миссия фонда, да, формировать духовный, физический, интеллектуальный, творческий потенциал детей и молодежи, консолидируя усилия бизнеса, государства, общества во имя устойчивого развития республики, страны и мира. И здесь как раз-таки для того, чтобы наши дети могли полностью раскрыть свой потенциал, гармонично развиваться, конечно же, первую роль играют наши педагоги. И поэтому, поддерживая наших лучших педагогов, мы фактически реализуем нашу миссию. Поэтому я считаю, что вот эти два направления, они очень сочетаются, гармонично дополняют друг друга. И, наверное, будет интересно еще проанализировать, правда, насколько
вот эти педагоги сколько победителей из премии РНГ как раз-таки являются педагогами вот наших детских инновационных центров. Но это мы еще сделаем, будет интересно посмотреть. А в этом году понаблюдать. будете статистику вести? Ну, мы анализируем все время, постоянно, и вот сейчас тоже проанализируем. А какие еще конкурсы и проекты в области образования планирует реализовать фонд в этом году? Знаете, мы ежегодно проводим такое интересное мероприятие для детей, называется САИН, 1 июня, в День защиты детей. САИН – это по-якутски «развивайся» с одной стороны, а с другой стороны это лето. Так мы празднуем начало лета, и на этом фестивале ребята имеют возможность соприкоснуться со всем тем, что происходит вот в мире дополнительного образования детей. То есть там участвуют все наши партнеры, которые показывают, какие дополнительные программы, какие кружки, секции возможны вот, уже ребятам туда подключиться. Да? Ребята пробуют себя в некоторых моментах. Да? Это вот одно. Второе, мы планируем еще такой конкурс экологического направления, «Эко-шаг». Уже мы его уже проводим тоже не первый раз, и также приглашаем к участию школы и детские сады. Ну и всю, наверное, актуальную информацию можно где-то на сайте, наверное, посмотреть. Да, конечно, на сайте, на социальных сетях у нас все это есть, поэтому, пожалуйста, смотрите, изучайте, участвуйте. Я надеюсь, что очень много участников захочет принять участие в данном проекте. Я желаю вам успехов. Владимир Анатольевич, спасибо, что сегодня к нам пришли и еще не раз нас посетите. Спасибо большое, всего хорошего. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.